Тем временем, вслед за транспортным, в Казани разрабатывается более глобальное усовершенствование. На неделе на публичное слушание вынесли проект планировки территории центра. По проекту Булак станет пешеходным, увеличится количество станций метро, промышленные предприятия должны будут покинуть ее пределы. Но это в случае, если проект одобрят. В каком направлении развиваться центру, проект изучила Диана Богомолова. Проекты и карты, пока идея развития центра только на бумаге. Разрабатывали ее специалисты Казгражданпроекта 2 года. Главная идея апгрейда – сделать центр в первую очередь культурный и социальный, а значит привлекательный для широкого круга людей. Предлагается сокращение доли объектов, не специфических для общегородского центра города. Такими объектами являются промышленные, коммунально-складские объекты, объекты здравоохранения, специальные территории ограниченного доступа. Также проектом планировки территории центра предлагается разгрузить центр, сократить доли деловых функций. Самая решительная часть проекта – модернизация Левобулачной улицы. Освободить, разгрузить, привлечь туристов. Согласно проекту, центр Левобулачную освободят автомобили и сделают ее пешеходной. Таким образом, здесь появится двухколесный транспорт, велосипеды. Для них же организуют велопарковки. Таким образом, здесь, на этой улице, можно ожидать гораздо большего числа пешеходов. Так можно будет организовать и летнее кафе. Идея, может, и хороша, и вполне могла бы иметь жизнь, но в другом формате, варианте, отмечают многие эксперты в области архитектуры. Городу нужен свежий и молодой взгляд. Я считаю, что превращение Левобулачной улицы в пешеходную зону – это очень слабое решение и непродуманное. Если вы хотите в этом месте пешеходную зону, сделайте сам Булак пешеходным. Поднимите воду на уровень дороги, сделайте пешеходный бульвар. Мы убьем даже не 2 и не 3, а больше зайцев. Мы сделаем пешеходный бульвар, мы сделаем воду, а внизу можно сделать транспортный тоннель, чтобы проскочить от площади Тысячелетия за улицу Татарстан. Заставить людей не ездить через центр мы не можем никакими запретительными мерами. Перекрыть кислород автомобилистам, закрыв одну из главных дорожных артерий столицы, вряд ли возможно, отмечают оппоненты. Ежедневно здесь проезжает тысячи машин. Левобулачная выходит на улицу Татарстан с одной стороны, с другой на Ленинскую дамбу. Сооружали развязку, чтобы освободить город от заторов. Я думаю, что в нашем городе достаточно пешеходных улиц. Не хватает только побольше каких-нибудь уютных лавочек, парков. У нас недостаточно совершенно скверов, прежде всего, и вообще гулять негде. И надо сказать, что вот эта вот пешеходная улица как-то из-за отсутствия зелени не слишком для меня привлекательна. Левобулачная, как же машины будут ездить? Там людей-то мало ходит, мне кажется. Пешеходное сердце столицы Баумана. Улица круглый год полна туристов. И на лавочках посидеть, и вкусно поесть, и шопинг-терапию получить. В центре не только гости столицы, но и сами казанцы. А это Петербургская, продолжение у Баумана. Тоже пешеходная, но такая непопулярная у казанцев и гостей. Скажите, пожалуйста, какая улица вам больше нравится, Петербургская или Баумана? Баумана продолжение Петербургска, поэтому я думаю, что между ними разницы нету. Баумана. А почему? Потому что там более культурно, больше зданий. Не знаю, она как-то более старая, красивая. А питерская еще какая-то, какая-то серая, что ли. Улицу Петербургскую создавали, чтобы привлечь в центр как можно больше гостей и разгрузить улицу Баумана. Не получилось. И причина в инфраструктуре. Улицы пешеходные в городе есть еще, только о них мало кто знает. Улица с Татарстана до Айдинова является пешеходной? Да. Там ни одного человека нет. Угу. Она пешеходная. Там после 7 часов нету. Зачем она нужна нам была? Пешеходная улица. Надо же ее не просто делать пешеходной. Надо делать то, чтобы она приносила радость людям. Приносит радость, но пока только туристам самая короткая столичная улица – Куньщен, что в Старо-Татарской Слободе. Привлекательность каждого создаваемого участка – вот на что будут ориентироваться в городе. Ведь обустраивать центр нужно, но путем создания одной пешеходной улицы сыт комфортом не будешь. Для полного уюта требуются крупномасштабные работы и вливания. Вывести промышленные предприятия за границы центра и освободить его от офисов. Сейчас на 2% территории около 200 тысяч рабочих мест. Жилье там резко сократилось. И кто там бывает, например, в вечернее время или там субботние, воскресные дни, там есть места, где вообще там редкий пешеход
гуляет, пустынно все. Это для центра неправильно. На самом деле, многие города мира это пережили. И Лондон, там, и Нью-Йорк все это переживали. Вот Лондон специально принял решение построить огромный жилой комплекс «Барбикан» в середине 50-х годов прямо в Сити, чтобы туда ввести жилье. В центре нужно жилье в первую очередь. Центр приправить культурой и духовностью, предлагают авторы проекта. Среди предложений – убрать автовокзал, построить музеи, выставочные залы, кинотеатры. Проектировщики предлагают от Волги до Кремля построить широкую улицу – Эспланду. Число станций метро в центральной части Казани должно вырасти с 3 до 8, для чего потребуется построить 2 новые ветки метрополитена. Важнейшей составляющей этого проекта было показать место этого центра в городе. Вот отдельно должен быть чертеж, отдельная схема показать, из чего состоит структура центров города. Как продолжается эта дальше связь, она тонет, растворяется или имеет какую-то поддержку, потому что невозможно, где сосуды, которые все это питают, как мы их видим в будущем, как они будут подключаться. И тогда, может быть, яснее была, собственно, роль, где та основная часть центральной зоны, на которую сейчас и должны инвестиции быть направлены. Проект «Центр» носит не рекомендательный, а обязательный характер. И, скорее всего, он будет принят. Потому что преобразования в центре назрели, и он нуждается в генплане развития. Вопрос лишь в том, в каком варианте и какие идеи из него будут воплощены в жизнь. Диана Богомолова, Игорь Романов, Андрей Сентальцев, Рустем Залилиев, Айрат Мухамедзянов. Столица. Итоги недели.